Адгур Амиранович, со дня мирного митинга прошло несколько дней, но разговоры вокруг этого митинга не утихают. Есть много разных позиций, мнений, псевдоанализа и так далее. Мне бы хотелось услышать, какой главный итог этого митинга видите вы? Но главный итог заключается в том, что общество открыто высказало свое мнение. Пришло несколько тысяч человек, они поддержали тезисы о том, что власть проводит антинародную политику, власть продвигает инициативы, которые в перспективе будут сужать наш суверенитет, ограничивать его. Мы же боремся за то, чтобы сохранить наш суверенитет, укрепить его, сделать наше государство сильнее, и фундамент, на котором оно стоит, оно должен быть прочным. Поэтому я считаю, что это большая победа общества в первую очередь, потому что на митинг пришли не только представители оппозиции, а ученые БИГИ, представители Абхазского госуниверситета, врачи, спортсмены, простые крестьяне, обычные граждане. Это такое единение я наблюдаю впервые. Я считаю, что это большая победа абхазского общества, несмотря ни на что. И потом не стоит забывать, что митинг — это и один из элементов нашей работы. Ведь еще начиная с прошлого года мы проводили собрания здесь в городе Сухум, Интерсухум, да, большое собрание. Проводили встречи в районах, съезды. И митинг — это как некое дополнение всех этих процессов. Когда власть отказывается от диалога, когда власть не слышит свой народ, в этих условиях, конечно, людям приходится выходить на улицу. И поэтому, да, я считаю, что это большая победа общества. Ведь если вы правильно говорите о том, что уже несколько дней прошло и все общество обсуждает, значит, это мы добились своего результата. Мы повестку, которую вытащили на митинг, эта повестка касается каждого гражданина Абхазии. И это мероприятие позволило еще раз под особым таким ракурсом, когда большое количество людей говорят об этом, взглянуть всему обществу на эти вопросы. Какими были ваши первые мысли на утро после митинга? Мне кажется, вот они самые такие правдивые, учитывая, что день митинга очень тяжелый. Вот на утро вы проснулись, было какое-то ощущение удовлетворения? Конечно. Во-первых, когда вы ответственны, я был одним из организаторов. Вы знаете, что в организации митинга было задействовано много организаций. Это системная оппозиция, которая на протяжении уже более 2,5 лет занимается политической деятельностью. Это и Форум народного единства, и АРУА, и партия АПСН, и наша организация, и Союз ветеранов и молодежи, Единство, экспертный фонд АМТА. Та командная игра, которая предшествовала этому мероприятию и другим мероприятиям, которые мы организовывали, она действительно радует, потому что здесь ради интересов абхазского народа объединились политики старого поколения и политики нового поколения. Несмотря на, может быть, на какой-то части на разность взглядов, эти люди, вот этот старый опыт и положительный опыт наших старших сумели использовать и добавить молодую энергию, поэтому получился такой результат. Это одна часть. Вторая часть. Любое мероприятие, которое ты организовываешь или являешься соорганизатором, когда ты собираешь большое количество людей, ты отвечаешь за каждого человека, которого ты позвал. И, конечно, до поздней ночи мы не расходились, пока мы не удостоверились в том, что каждый, кого мы пригласили на митинг, добрался до дома в целости и сохранности. Для нас это было важно. И потом, конечно, с облегчением разошлись по домам. И на утро, да, вопрос того, что все прошло так, как мы планировали, как и говорили, не обманывая свой народ, мирно. И люди разошлись, никто не пострадал. Конечно, вот чувство удовлетворения присутствовало. Ну, очевидно, что после того, как объявили, что митинг завершился, была группа людей, которая, в принципе, ожидала, может быть, чего-то большего. И мне кажется, огромное количество людей, может быть, где-то на подсознательном уровне словило мысль, что, может быть, мы ожидали чего-то большего. Значит ли это то, что вот за вот эти годы, вот опять-таки позволю себе сказать, что вот политики старого формата старой формации приучили нас к тому, что если это митинг, то это обязательно какое-то, агрессивное его течение, а иногда и там, которое перетекает в штурм, в столкновения, драки и так далее. Ну, во-первых, хочу отметить, что больше всех была разочарована сама власть, что митинг, как и заявлялся, оказался мирным. Потому что если бы
в тот день мы предприняли бы какие-нибудь агрессивные меры, то, естественно, власть тем самым смогла оправдать свои беспрецедентные оборонительные меры, которые они приняли. Это спущенные покрышки детских автобусов, это колючая проволока вокруг здания, комплекса административных зданий. То есть все эти неадекватные меры защиты, которые власть предприняла, она, конечно, сумела бы это оправдать, если бы мы что-то такое сделали, если бы мы совершили ошибку. С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть часть граждан, которая настроена на какие-то более радикальные действия. И это тоже должно говорить власти о многом, потому что, да, нам удалось объяснить, донести до людей, что мы не собираемся решать вопросы радикальными способами, идти к власти любой ценой. И люди, к счастью, прислушались к нам. Но то, что людей, которые готовы радикально противостоять власти, количество этих людей растет с каждым днем, власть должна делать из этого правильные выводы. Ведь это первый в истории Абхазии митинг, который был согласован по закону, и так как он был согласован, так и завершился. Люди, как заявляли, что это будет мирная акция протеста, такая она и прошла. На моей памяти таких прецедентов не было. И это наша миссия, Саид, на самом деле. Мы, политики нового поколения, наша миссия поменять политическую конъюнктуру в Абхазии. Потому что то, что было до этого, вот как раз то, что заложила действующая власть, перевороты, перекрытие дорог, там, захват зданий МВД и так далее, и до этого много чего происходило, не очень приятного в нашей истории. Мы должны все это оставить позади. Мы должны научиться менять политическую культуру. И самое главное, и, на мой взгляд, тот раскол, который существует в нашем обществе, мы обязаны его оставить, мы обязаны избежать того, чтобы политики нового поколения, кого бы они ни поддерживали, вот этот раскол мы не переняли. То есть сегодня много молодых людей включилось в политическую жизнь. Есть сторонники действующей власти, есть те, кто оппозиционно настроен, есть нейтральные люди. Если нам удастся, а я уверен, что нам удастся, мы не позволим, чтобы вот этот раскол перешел на наше поколение, выстроить новый стиль, новые подходы, новую политическую культуру. Это будет большая победа для нашей страны, для нашего будущего. Это укрепит наш суверенитет и укрепит наше будущее. Прошло несколько дней, уже есть возможность проанализировать. Вы наверняка получаете обратную связь. Вот такие мирные акции протеста в обществе, они отражаются больше положительно, или все-таки общество пока еще не хочет вот таких мирных акций и готово Безусловно, больше бороться? конечно, люди очень положительно воспринимают такой исход, потому что люди устали от напряжения, люди устали от столкновений, люди в целом не хотят продолжать то, что было все эти годы. Приходит новое время, и новое всегда побеждает старое. И новое время диктует новые методы политической борьбы. Мы ни в коем образом не должны бороться за власть любой ценой, как это было, допустим, вот как делала прошлая оппозиция. Это недопустимо. Наша задача не только прийти к власти, но и сформировать позитивную повестку, поменять политическую конъюнктуру. Еще раз говорю, все, что связано с переворотами, с погромами, это надо оставить в прошлом. Но это не говорит о том, что если власть будет наращивать свою антинародную повестку, если власть не откажется от этих своих антинародных инициатив, конечно, в какой-то степени это может спровоцировать какие-то агрессивные действия, неконтролируемые действия. В конце концов, мы должны расширять диалог, общественную дискуссию. Власть должна перестать принимать решения кулуарно, пытаться подменой понятий, допустим, как это происходит с законом об апартаментах. Ведь это же очевидно, что это подмена запрета на приобретение жилья иностранными гражданами. Просто это называют апартаментами и пытаются таким образом, совершая какое-то политическое мошенничество, все это провести. Поэтому власти необходимо от этого отказаться. 30 мая мы увидели беспрецедентные реально меры по защите власти, которые, в принципе, сама власть и предпринимала. И тут
об этом тоже, и вы говорили, как-то отличился министр обороны. Вы в числе ряда других организаций направили в парламент обращение, в котором просите провести открытые слушания, ну, на которых хотели бы обсудить превышение полномочий министра обороны. Чего вы ждете от этих слушаний? Были ли, может быть, у вас какие-то личные разговоры с министром обороны или с кем-то из представителей Министерства обороны? Нет, с министром обороны у нас не было никаких личных разговоров. Чего мы ждем? Мы ждем, чтобы Народное собрание, парламент, где представлены люди, которых направило туда общество, сумеют организовать открытую площадку, на которой мы зададим вопросы министру обороны, Министерству обороны, вообще власти в целом, на каком основании они использовали технику Министерства обороны для того, чтобы охранять администрацию президента, когда граждане проводят мирную акцию протеста. То есть техника, которая предназначена для защиты нашей страны от внешнего врага, используется для того, чтобы защищать антинародные инициативы власть от собственного народа. Хотя этот, собственно, и сам народ не собирался ни на кого нападать. Здесь прямое нарушение законодательства. Мы должны задать эти вопросы и услышать ответы. Ну, Адгур Амиранович, мы всей страной наблюдали за тем, как вы подавали в суд на Генеральную прокуратуру за бездействие в вопросе Вела Чквар. И вообще вот как бы проходило внутри АНД какое-то внутреннее расследование, по результатам которого и были выявлены там 50 миллионов рублей хищений и так далее. В ответ вообще просто полное игнорирование и тишина. Вот, допустим, вот тут в вопросе с министром обороны вполне возможно тоже будет в ответ полное игнорирование и тишина. И ряд других вопросов, которые вы, очевидно, для всех пытаетесь решить в законном русле, но они не получают какой-то законной реакции. Вот в таких случаях что делать оппозиции? Саид, история Абхазии не заканчивается сегодня или завтра. История Абхазии будет длиться тысячелетиями. Поэтому у нас всегда возникает в обществе, если вы обратили внимание, когда там происходит смена команд, власти, почему никто никого не наказывает. Вот то, что мы делаем сейчас, это обращение в прокуратуру, наши обращения в Народное собрание, все эти законные методы борьбы, это основание, если сегодня должным образом те органы, те представители власти, которые обязаны реагировать, не будут реагировать, это основание для того, чтобы завтра, юридическое обоснование для того, чтобы завтра уже привлекать их к ответственности. Если они не реагируют должным образом, если этого не происходит, это не говорит о том, что мы должны перестать это делать. Это важная часть политической культуры. А со временем, конечно, все это ляжет в основу, все это будет использовано, потому что если генеральный прокурор не исполняет своих прямых обязанностей, очевидно, да, если министр обороны нарушает законодательство, это надо закрепить, это надо отметить. А дальше, если сегодня ответственности не наступит, она может через 2 года наступить. В любом случае от ответственности уже никто не уйдет, потому что всем надоело одно, что вот власть меняется, никто ни за что не отвечает, все друг друга обвиняют, потом другая команда приходит, а те, кого обвиняли, они спокойно, безнаказанно потом продолжают здесь существовать и еще пытаются бороться за власть. Адгур Амиранович, в том случае, если общество вам доверится на следующих президентских выборах, вы готовы стать тем человеком, который начнет эти процессы? Конечно, мы готовы. Не только я и наша вся команда готова, потому что надо положить конец этому беспределу, абсолютной безнаказанности. Когда люди позволяют себе грубо нарушать законодательство, когда чиновники богатеют у нас на глазах, используя государственное имущество. Ну вот есть ряд примеров, да? Надо этому положить конец. А как этому положить конец? Надо наказывать в рамках закона. Поэтому все, что мы сегодня делаем, мы делаем в рамках закона. Чтобы, придя во власть, если общество нам доверит, чтобы нас никто не мог упрекнуть, что мы нарушали сами закон, и мы будем требовать от всех соблюдения закона. А те, кто допустил расхищение государственного имущества, проводил антинародную повестку, сужал наш суверенитет, делал наше государство слабее, все, конечно, будут привлечены к ответственности. Это неизбежно.
Это просто крайняя необходимость. Это тот этап, через который, вот этот барьер, через который история Абхазии не может, к сожалению, перешагнуть. Его надо обязательно перешагнуть. Если мы его не перешагнем, мы просто будем стоять на месте. Вот если говорить о политике новой формации, сразу после выборов вы поздравили Аслана Георгиевича Бжани. Очевидно, наверное, это уже был такой сигнал к тому, что вы готовы по-новому вести и оппозиционную политическую деятельность. Потом что пошло не так? Ну, сейчас говорить о деталях мне сложно, но первые вопросы у нас возникли к кабинету министров. Потому что кабинет министров Республики Абхазия, действующий кабинет, это символ застоя, символ всего старого, символ устаревшего. Когда мы стали предъявлять кабинету министров обоснованные претензии, предлагали какие-то инициативы, кабинет министров крайне неадекватно стал реагировать. Вы помните неоднократные заявления пресс-службы кабинета министров, где чуть ли не в оскорбительной форме они пытались нам отвечать. И мы получили полное непонимание, полное отторжение всех инициатив и предложений, которые мы предлагали. Хотя это все было объективно. Например, когда мы говорили о том, что легализация майнинга — это большая ошибка, нам говорили, что это абсурд. В итоге этот вопрос привел к тому, что до сих пор Абхазия находится в колоссальной зависимости от того, дадут ли нам переток из Российской Федерации или нет. То есть на 50% увеличилось потребление. Когда мы говорили, что в период ковида нужно принимать антикризисные меры, нам говорили, что это тоже абсурд. И мы видим, какие результаты. Когда мы говорили о том, что кулуарно нельзя принимать решения, вот соглашение по госдаче Пицунда, яркий тому пример. Ведь если бы это соглашение общество имело возможность обсудить открыто, может быть, не были бы допущены эти ошибки, не были бы все эти вопросы там упущены. То есть кабинет министров полностью закрылся от общества, по привычке, по старой привычке проводил такую закрытую политику. Опять же, мы проводили круглые столы, мы пытались как-то контактировать. Кроме оскорблений, кроме критики со стороны кабинета министров, мы ничего не услышали. И, к сожалению, президент Аслан Бжани никаким образом на это не смог повлиять. И я неоднократно об этом говорил. И, кстати, сейчас это стало более очевидным, когда, нет, наверное, в Абхазии ни одного человека, который не считает, что правительство надо отправить в отставку. Правительство, которое предлагает платить нашим гражданам минимальный тариф за электроэнергию 2 рубля 70 копеек, когда главы администрации говорят о том, что у нас собираемость за потребленную электроэнергию снизилась до 8%, это абсолютно алогичные действия. Президент показал, что он находится в полной зависимости от руководства кабинета министров. Это очевидно. Чего добился президент? Президент добился того, что все вопросы уже будут к нему. Он весь негатив, который был направлен в сторону кабинета министров, он весь негатив перенаправил к себе. Давайте вернемся назад, вспомним предвыборную кампанию 2020 года. Как вы думаете, Саид, если бы команда Бжани говорила о том, что мы не будем отменять так называемый ввозной НДС, мы как придем будем заниматься вопросами продвижения продажи жилья иностранным гражданам, мы будем принимать решения, чтобы судебные решения иностранного государства имели силу в Абхазии. Это, кстати, очень опасное соглашение. Мы отдадим госдачу Пицунда. То есть у нас своей собственной нет повестки. Мы будем продвигать другую повестку, нацеленную на удовлетворение крупного капитала из Российской Федерации и олигархов. Вот как вы думаете, такую власть кто-нибудь выбрал бы? Когда журналисты задают им вопросы, вы говорили о том, что вы будете отменять ввозной НДС. Когда глава государства или премьер-министр говорит, что я такого не говорил, и ему тут же показывают видеоматериалы, где он говорил ровно это, и он делает вид, что этого не помнит, это крайне низкий уровень политической культуры, скажем так. Вот Аслан Бжани и его команда были 6 лет в оппозиции, и очень много людей искренне шли за ними. А эти люди почувствовали себя обмануты, и многие те, кто поддерживали Аслана Бжани и были даже в инициативной группе, сегодня активно выступают против него. Люди говорят, мы не боролись ради того, чтобы руководство страны устраивало своих родственников на какие-то хлебные места и так далее. И для того, чтобы они проводили вот эту антинародную повестку. Мы боролись тогда
вместе с ними, чтобы в стране что-то изменилось. По сути, что изменилось в стране, если только хуже не стало? Адгур Амиранович, не могу не поговорить с вами на следующую тему. Вот прям активно прослеживается, вот я иногда, когда пишу какие-то разные посты, прям активно прослеживается навязывание на оппозицию таких русофобов. Нам пытаются, и обществу, наверное, пытаются это навязать. И вот после митинга активно тиражировали заявление президента Грузии, который якобы поддерживает абхазскую оппозицию и так далее. Вот в этом смысле, что вы можете сказать, как вы можете прокомментировать? Может, есть смысл там некоторым людям все-таки позвонить и сказать, вы там совсем офигели? Ну, такого рода звонки тоже были, но я, знаете, хочу вам... Это тоже показывает политическую культуру. Вот был парад Победы, на который я принял приглашение и поехал вместе с тогда вновь избранным президентом Асланом Джами. Это сразу после президентских выборов? Да, для чего это было сделано? Для того, чтобы показать, что несмотря на внутренние разногласия, на внешнем контуре, за пределами страны мы едины. Это вот такое наше отношение к этому. Теперь какое отношение власти к нам мы видим? Они пытаются нам, почему я говорю власти? Потому что это все публикуется на официальных страницах там, Министерства иностранных дел и других государственных органов. Они нам пытаются навязать или там приклеить ярлыки там, антироссийские или там деструктивные какие-то вопросы. Почему это происходит? Потому что власть очень сильно теряет доверие внутри общества. И они пытаются заручиться поддержкой, может быть, за пределом, как бы, легализовать свои какие-то действия, опираясь на поддержку извне. Хочу вам сказать, что это абсолютно безрезультатные попытки, потому что мы же общаемся с нашими коллегами. Ну, я много лет работал в правительстве, у меня до сих пор сохранились контакты в администрации президента, в других органах власти. Не буду сейчас перечислять. Все прекрасно знают, какая у нас позиция, какие взгляды на настоящее и на будущее. Поэтому эти попытки выглядят, ну, очень, это низко, во-первых. Нельзя, это, Ну, знаете... Меня очень раздражают, я вам хочу. Я хочу вам сказать, что если бы сейчас, давайте, порассуждаем. Если бы сейчас был бы 37-е года, вот, там, встали. Это, знаете, как были же среди нас граждане, которые там писали письма против... Да. Это вот примерно что-то такое. Это когда ты на часть своего общества, большую уже часть, указываешь пальцем нашему соседу, большому соседу, нашему союзнику, нашему брату, что вот видите, эти люди не против нас, власти, а против вас. Тем самым надеясь на то, что якобы там в Российской Федерации, в Москве кто-то в это поверит и, может быть, теоретически предпримет какие-то меры для того, чтобы нас остановить. Вот с какой целью это делается. Но это крайне низко. Я же еще раз говорю, если люди сегодня это делают, они бы то же самое делали бы и в 37-е годы. Может быть, нас отправляли бы, чтобы нас расстреливали бы и так далее. К счастью, для нас сегодня другое время. Адгур Амиранович, мы с вами давно знакомы. Смею предположить, что вы постоянно анализируете и саму оппозицию тоже. Мы очень много говорим о недостатках власти, что тоже важно. Но мне кажется, интересно услышать ваше мнение о том, чего сегодня не хватает оппозиции. Ну, сложно так сразу ответить на ваш вопрос. На самом деле, когда мы говорим о оппозиции, мы должны понимать, что есть системная оппозиция. Что я имею в виду? Это партии, общественные организации, которые уже не первый год в политике. Если говорить про системную оппозицию, это сегодня как никогда нам удалось сплотить этих людей. Это единый организм, который вот уже несколько мероприятий мы провели, это встречи в районах, съезды и так далее, отработали очень хорошо. И если вы обратили внимание, допустим, вот у нас в ноябре прошлого года была встреча в Интерсуху, съезд мы проводили. Там было, да, не маленькое количество людей, но там было 500-600 человек пришло. Следующее мероприятие, которое пришло, еще больше, еще больше, еще больше. И сегодня мы уже дошли за очень короткий период времени, как нам удалось структурироваться, уже до 3000 человек. И я уверен, что следующее мероприятие, которое мы будем проводить, придет уже в 2, а может быть и в 3 раза больше людей. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших соратников за то, что они приняли активное участие и принимают активное участие. Благодаря именно этим людям, которые, сейчас я говорю уже не только о соратниках, не безразличным, активным нашим гражданам, благодаря нашей общей совместной работе,
все антинародные инициативы власти заблокированы. Адгур Амирович, в завершение, учитывая, что, в принципе, мы встретились с вами поговорить и о митинге в том числе, мне вот очень интересно ваше мнение. По итогам митинга абхазская оппозиция стала сильнее или слабее, и почему? Конечно, сильнее. Во-первых, самое главное наше достижение, на мой взгляд, мы уничтожили в пух и прах тезис о том, что все одинаковые. А это, кстати, тезис, который активно власть пытается пропагандировать в социальных сетях и так далее. Что, да, власть плохая, но и те, и эти одинаковые, зачем что-то менять? Для чего это делается? Для того, чтобы общество смирилось. То есть вот да, им много чего не нравится, но и поменяется власть, а что, ничего не поменяется. Вот мы в пух и прах разнесли вот этот тезис. Почему? Потому что люди увидели, даже протестные акции мы проводим совершенно по-разному. Если вспомнить те протестные акции, которые устраивал президент Аслан Бжани и Александр Анклав, все эти протестные акции заканчивались погромами, драками, жертвами, пострадавшими людьми и сотрудниками милиции. Вот мы показали, в чем разница. Мы другие люди. Мы люди нового поколения. И ничего уже нас не остановит. Я еще раз повторюсь. Новое всегда побеждает старое. И власть должна нас услышать. И я уверен, что и внутри кабинета министров, в администрации президента достаточно много умных людей, которые умеют правильно анализировать. И они сделали правильные выводы. И в ближайшее время результаты этих выводов мы, я думаю, увидим. Адгур Амирович, вот это прям уже вопрос, который я тоже не могу не задать. Может быть, как-то инициировать с вашей стороны, чтобы мостик, который демонтировали накануне митинга, вернули на место? Слушайте, и вообще просто огромное количество людей. Я даже не знаю, какими приличными словами выражают свое возмущение. А это же символ, который останется навсегда в истории Абхазии, Саид. Колючая проволока, спущенные покрышки детских автобусов, распиленный мостик. Это навсегда уже будет ассоциироваться с этой властью. Это из истории Абхазии уже никто не вычеркнет. Говоря конкретно про этот мостик, можно сделать тоже конкретные выводы. Чем мы отличаемся от действующей власти? Те, кто хочет созидать, они мосты строят. Что такое мост? Это соединение двух берегов, правильно? Это очень символично. Если власть распилила этот мостик, значит, власть является источником раскола в обществе. Власть является источником всего деструктивного и плохого, что происходит в нашем абхазском обществе. Эта власть давно устарела. Эта власть пользуется методами, которые пришли из именно такой плохой части Советского Союза. Там много чего хорошего было, конечно, в Советском Союзе. Вот, пользуются интригами, пользуются вот такой односторонним принятием решений. Эта власть разрушает наше общество, разлагает наше общество морально. Эта власть делает все для того, чтобы мы стали слабее. И еще раз говорю, наш суверенитет, чем мы дорожим, наша свобода стала меньше. И вот этот распиленный мостик, это как раз символ того, что власть разъединяет людей. Глава государства — это не человек, который выбран народом Абхазии для того, чтобы он обслуживал иностранных олигархов и заботился только о том, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия для того, чтобы они заработали еще много денег. Глава государства — это лекарь, который должен излечить нас от тех проблем и заболеваний, которым больно наше общество. В первую очередь он должен соединять людей. Я там читал новость о том, что сейчас уже опомнившись, там кто-то говорит о том, что нам надо восстановить этот мостик. Но мы посмотрим. Я надеюсь, что власть восстановит этот мостик. Если нет, то мы готовы найти средства и сами это сделать. Это, я думаю, что будет символично. И мы построим не только этот мостик, Саид, мы построим много мостов, и в буквальном смысле, и так мы соединим наше общество. И завершая, еще раз хотел бы подчеркнуть главный тезис о том, что мы не позволим сдать нашу страну, мы не позволим снизить, ущемить наш суверенитет. Мы будем делать государство наше крепче и сильнее. И мы не допустим, чтобы политики нового поколения, вот наше поколение, переняло вот тот раскол, который заложили такие личности, в первую очередь, как Александр Анклав. Это человек, который, один из тех
авторов нашего сегодняшнего раскола. Крайне важно не перенять все это. И дальше мы будем развиваться и строить и мосты, и дороги, и соединять общество. И мы все как один кулак будем работать дружно, как это было после войны, как это было перед началом войны. И будем достигать больших побед в мирной жизни.